Корь. Эпидемическую ситуацию и меры профилактики этого заболевания обсудили в Республиканском перинатальном центре. На совещании поднимали тему своевременной вакцинации. Эта болезнь коварна именно осложнениями. Но вот для того, чтобы их удалось избежать, необходимо проводить с населением разъяснительную работу. Репортаж Ларисы Дударовой. Горячее молоко, белый мед, керосин и красная нить на запястье. Какие только средства для самолечения не предлагают видеоблогеры. Порой абсурдные по своей сути советы многие не просто берут на заметку, а с удовольствием применяют на практике. Направленного лечения для удаления инфекционного заболевания нет. В целом лечение заключается в ликвидации симптомов и профилактике вторичной инфекции. Противники прививок вводят в заблуждение малоосведомленных жителей, уверяя, что вакцинация – дело как минимум бесполезное, а во многих случаях усугубляющее здоровье. С начала этого года уже 2 вспышки заболевания корью на территории нашей республики. Врачи забили тревогу. Болезнь опасна тяжелыми осложнениями, такими как пневмония, менингит и энцефалит. Какая система безопасности существует от этой необходимости, от этой болячки? 3. То есть надо проработать, вот как на обычную вакцинацию, надо сделать какие-то, условно скажем, ответы на заранее возможные вопросы. Заучить всем медицинским сестрам, первичке, вам, остальным всем. И выдавать это на гора, как говорится, да? Чтобы не было, вы будете вакцинироваться? Нет, не буду. Советник главы акцентирует внимание на том, что с населением необходимо вести масштабную разъяснительную работу, и делать это надо именно врачам. В том случае, если гражданин принимает решение отказаться от вакцинации, медики должны потребовать от пациента отказ в письменной форме. Сами медработники должны прививаться в обязательном порядке. Уже в курсе, что в отделении есть медработник, который отказался от вакцинации. И все. Мы теряем очень большой процент женщин, которые могли бы вакцинироваться. Почащающая иммунизация будет проводиться с 1 апреля по 1 октября 2019 года. И мы сегодня поэтому собрали всех коллег, чтобы объяснить, как правильно это сделать, чтобы у людей появилась настороженность, чтобы они пересмотрели все свои планы и провели достойно почащающую иммунизацию. Согласно отчету, представленным Управлением Роспотребнадзора, в зоне риска находятся школы, среднеспециальные и высшие учебные заведения и, как ни странно, больницы. Поэтому не чурайтесь, пожалуйста, общаться, доказывать, рассказывать и тратить на это свое время. Обратите внимание на то, как предлагается маме, допустим, или как предлагается пациенту, в данном случае не ребенка, а взрослого имеет, как ему предлагается пройти вакцинацию. До середины 20 века корь была самым опасным детским заболеванием. С появлением вакцины эпидемия пошла на спад, но отказ от прививок привел к новым вспышкам. Минздрав предупреждает, что тотальный отказ от вакцинации в конечном счете приведет к необратимым последствиям. Для крепкого здоровья по-прежнему чрезвычайно важны современная профилактика и поддержка иммунитета. Лариса Дударова, Хамзат Халухоев, Новости 24.